В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. В Амгинском улусе открыли сразу 4 новых животноводческих комплекса. Как государственная поддержка помогает аграриям выходить на новый уровень, узнаем далее. В Алекпинском районе открыли современную школу на 60 мест. Она решила проблему ветхого здания, которому было больше 70 лет. В Хангаласском улусе прошел фестиваль «Родные и любимые», где мамы, папы, дети и даже бабушки с дедушками вместе соревновались, творили и учились новому. Вопросы по налоговой политике и предстоящему бюджету на 3 года обсудили на встрече главы республики с руководством Государственного собрания ЛТУМН в Якутске. Кроме того, на совещании обсудили предстоящее 14-е пленарное заседание парламента Якутии. Очень серьезно обсудили второй вопрос, это по бюджету. Конечно, сейчас бюджет будущий имеется в виду, и еще на 3 года. И по налоговой политике вопрос очень серьезный. Он внимательно выслушал мнение депутатов, ответил на вопросы, которые были заданы. И мы договорились о том, что еще встречи будут, еще будем говорить на эту тему. Обеспечить Арктику местной продукции – такова одна из задач нового консервного цеха, который открылся в столице республики. Масштабы и объемы переработки позволят снабжать север качественными, а что самое важное, родными якутскими продуктами. С ассортиментом отправился знакомиться мой коллега Петр Васильев. Вот так стройными рядами по лентам движутся банки будущей местной якутской тушенки. А вот так обрабатывают морковь перед заготовкой. Самый настоящий контрастный душ. И это только малая часть мощностей нового цеха арктической торгово-логистической компании. Предприятие станет ключевым звеном в цепочке переработки местной сельхозпродукции. И что самое важное, завод обеспечит обратную загрузку и эффективную переработку сырья. В рамках работы арктической торгово-логистической компании перед ней была поставлена мною задача о переработке продукции для того, чтобы все-таки удешевить вопросы завоза продукции и максимально поддержать местных производителей. Уверен, что вот эта работа, которую проводит арктическая торгово-логистическая компания, она будет обязательно приводить к улучшению качества жизни и в Арктике, и на якутском селе. Мощность нового цеха по производству консерв составляет до 250 тысяч банок готовой продукции в год. Только вдумайтесь в эти цифры. Причем и планы на год более чем амбициозные. Цех планирует произвести до 55 тысяч банок готовой продукции уже до конца этого года. Ну а впрочем, ни одной тушенкой едины. Отдельное направление работы цеха – заготовка сиропов и варенья. Всю продукцию для них собирают, кстати, также в северных районах. Оно в пастеризаторах варится и происходит выдержка. Мы настаиваем, чтобы оно медленно дошло. И потом фильтрация и дозировка и укупорка. Все. Это все наше местное. Мы ягоды заготавливаем на северных улусах, в Жиганске и Верхоянске. Ключевым элементом цеха стали современные технологические оборудования конвейерного типа, а также автоклав заводского комплекта. Эти решения не только повышают производительность, но и обеспечивают высокий уровень автоматизации всех производственных процессов. Петр Васильев, Аэлита Махно, Якутск. Агропромышленный комплекс Амгинского улуса получил мощный импульс к развитию. Сразу в 4 наслегах района состоялись торжественные открытия новых и реконструированных животноводческих объектов, построенных в рамках государственных и муниципальных программ. Так, в селе Битюнь после масштабной реконструкции вновь заработал комплекс крестьянско-фермерского хозяйства «Чолбон», рассчитанный на 100 голов. В наслеге Самарсун также открыли свои двери обновленный комплекс сельхозкооператива «Самарсун» на 200 голов. В селе Абага местный сельскохозяйственный кооператив ввел в эксплуатацию современную конюшню. А в Чапчелгане состоялось открытие нового коровника на 100 голов, который построил глава крестьянско-фермерского хозяйства Арас Кардашов на средства семейного гранта. Со всеми условиями, дойка есть, тесень есть, горизонтальный, вертикальный тесень и поилка. 2 по 10 кубовые емкости стоят, чтобы поить. И вот хатон
И засыпкой сделали очень большой, чтобы там она хоть немножко долго стояла. Они часто у нас земля неустойчивая, она уходит. Но я думаю, надеюсь, что этот хатон уже будет надолго. В поселке Заречное Алекминского района открыли новую школу на 60 учеников. Она заменила старое здание, построенное еще в 1949 году. Новое здание возведено в рамках проекта «Моя Якутия в 21 веке». И теперь здесь учатся дети из самого Заречного и соседнего села Троиц, которых привозит школьный автобус. Здесь такой уют, здесь всегда нас ждут, всегда школа моя. В словах трогательной песни в исполнении коллектива школы вся суть этого дня – радость детей, педагогов, родителей села Заречный. Новая школа. Мы ждали этого события много лет. И дети рады, и учителя. Мы очень счастливы, что оборудование с IT-технологиями. Просторные теплые классы, современное оборудование дают возможность детям села получить качественное образование. Мы рады открытию новой школы. Здесь новое оборудование, интерактивные доски купили. Все ярко, уютно и тепло. Сегодня у нас знаменательный день, праздничный день открытия нового здания Заречной школы, чему мы бесконечно, безгранично рады, потому что у нас появилось новое, современное оборудованное новое здание. Трудно поверить, что это здание было долгостроем. Сменило 2 подрядчиков, и лишь 3-й согласился завершить строительство до долгожданной ленточки. Удалось достичь благодаря совместным усилиям. Данный объект являлся долгостроем, но ввиду внимания главы республики Айсена Сергеевича, по инициативе народных депутатов, поддержки района, правительства и, самое главное, неравнодушного отношения наследной администрации и жителей поселка, сегодня мы достигли действительно завершения строительства. Иногда для итогового хэппи-энд необходимо приложить чуть больше усилий, и это задача тех, кого выбирают люди. Алексей Колодезников смог убедить правительство, что у маленького села, района есть большие перспективы. Мы видим, что как рады ученики, учителя, жители Заречного этому объекту, наконец-то в хорошем оборудованном здании, помещениях, учебных кабинетах наши дети будут учиться. Теперь дело за юными хозяевами новой школы. Это вот новый этап развития поселка. И вот сегодня у меня дети интервью взяли про цифровые технологии. Очень радует прогрессивный подход, мысли. И вот в стенах новой школы, теплой, просторной, я думаю, это даст новый импульс развитию поселка и взращиванию новых, так нужных для нашей Родины, для нашего государства, нового поколения людей. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Намском Улусе выделили земли участникам СВО и собрали почти 5 миллионов рублей для бойцов. Путем жеребьевки 90 земельных участков были распределены между участниками СВО, членами их семей и родственниками. Новые микрорайоны появятся в селах Намцы, Мадут, Никольск, Партизан и Хамагатта, где в будущем планируется развитие всей необходимой инфраструктуры. Одновременно с этим в районе стартовал уже 6-й по счету благотворительный марафон в поддержку СВО. Инициатива охватила все учреждения и населенные пункты, продемонстрировав высокую сплоченность жителей. Общими усилиями удалось собрать 4 миллиона 900 тысяч рублей. И эти средства будут направлены на приобретение специального технического оборудования для бойцов на передовой. Отправка делегации с ценным грузом запланирована на ноябрь. Посылки нам помогли сформировать наше старшее поколение Центра общения Сайды. И хотела бы поблагодарить наших пенсионеров, активистов. И еще хотелось бы сказать, есть адресная посылка. Своему сыну, участнику СВО, направляет посылку
через делегацию Намского улуса наш пенсионер село Намцы все вот сам он оформил, тут опись все сам составил. В поддержку его сына пришли тоже вручить эту посылку. Семейный фестиваль «Родные, любимые» объединил семьи Хангаласского улуса. В течение 2 дней для пап, мам, бабушек, дедушек и, конечно же, детей были организованы разнообразные активности. Спортивные состязания, творческие мастер-классы и психологические тренинги. Подробности с места событий подготовила наш корреспондент Виолетта Засимова. Родные и любимые – это не просто фестиваль, это целое сообщество всероссийского масштаба, которое курирует движение первых. Подобные фестивали уже проводятся повсеместно по всей стране. Он проходит на самом деле в каждом районе нашей республики. Я скажу вам больше, он проходит в каждом уголке нашей республики. Но Хангаласский улус первым, так скажем, открыл этот марафон. На организацию фестиваля было выделено более $500 000 рублей по линии грантового конкурса «Движение первых». Стоит отметить, что в прошлом году данный фестиваль уже проходил в районе в тестовом режиме и собрал тогда около 40 семей. Мы решили масштабировать в этом году на весь район, чтобы каждая семья могла принять участие по своему желанию. Поэтому фестиваль проводится 2 дня. Максимум привлечены у нас партнеры, приглашены из Якутска мастер-классы для того, чтобы семьи могли принять участие именно коллективно. Папа, ребенок, родитель, мама, ребенок. В течение 2 дней на различных площадках города Покровска состоялись запланированные активности. Например, в здании районного центра доп. Образования детей прошли психологические тренинги, отдельно для взрослых и отдельно для детей. Здесь же состоялся и совместный мастер-класс по йоге. Наша цель – это чтобы дети с родителями, ну и вообще семья более сплотилась, были у них какие-то новые хобби, активности, чтобы они могли выбрать семейное хобби или какое-то направление. Для отцов также были предусмотрены мероприятия. Например, на базе школ Покровска прошли спортивные соревнования «Мама, папа, я», «Спортивная семья» и «Игры предков». Также для подростков и их родителей прошли профориентационные игры. А изюминкой мероприятия стала фотобудка, где все участники могли бесплатно сфотографироваться на память и сразу получить готовые снимки. Всего за 2 дня фестиваль «Родные и любимые» посетили более 200 семей района. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. К этому часу это вся актуальная информация. Еще больше новостей вы увидите на телеканале Якутия 24. Всего доброго, до встречи в эфире.